Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия, и мы будем делать расклад сегодня на тему «Уйдет ли он от соперницы?». Как обычно, все последние новинки будут в описании к этому видео, в инфоблоке. Обратите внимание также на прогнозы по знакам зодиака и на мои контакты, если они кому-то нужны. Итак, перед вами три варианта. Первый, второй и третий. Сосредоточьтесь, подумайте о своих отношениях, о своем партнере и задайте вопрос, уйдет ли он, загаданный срок, вам нужно загадать срок, в который вы ожидаете все-таки, да, что этот Гордиев узел разрубится, и вы выбирайте свой вариант. Сосредоточьтесь, подумайте, выбирайте, я перехожу к первому. Итак, единички, смотрим вас. И уйдет ли загаданный вами мужчина, загаданный вами срок от соперницы. Увы, здесь ничем порадовать не могу. Здесь разрыва в тот период, по крайней мере, что вы загадали, здесь не будет. У нас тут выпала карта мыши, крысы. Но какие-то поползновения, по крайней мере, желания, либо, знаете, вот какие-то попытки расставаний делаться они будут, но они не закончатся, как говорится, успехом. Расставание здесь не произойдет. Тут скорее тут ругня, возня, такие нервные, не очень комфортные, не очень гармоничные отношения в том плане, что постоянно будет вот эта накаленность, да, накаленность в отношениях, натянутость в отношениях, но расставание оно не случится. Как складываются сейчас их отношения на данный момент? Карта звезды, собака и всадник. Достаточно, знаете, вот отношения вместе, но между ними как будто пропасть, между ними как будто расстояние с одной стороны. Есть какое-то расстояние и удаленность, может быть даже не физическая, а именно эмоциональная, это тут есть. Да, кто-то пытается отношениями руководить, кто-то пытается их как-то направлять, показать, что, скорее всего, это барышня, что эти отношения важны и нужны, и она верна мужчине, что она хочет быть с ним, что она хочет быть ему другом, соратником, партнером и так далее и тому подобное. И все это транслируется на постоянной основе мужчине. Может быть, этим она его и держит. Но как бы то ни было, в любом случае тут отношения, знаете, больше какие-то более дружеские, что ли, более такие партнерско-товарищеские, что ли. Вот не вижу я здесь, прикрою, не вижу я здесь именно таких каких-то отношений, когда вот в паре есть идиллия, в паре есть взаимопонимание, в паре есть любовь. Нет, скорее всего, просто два одиночества нашли друг друга, грубо говоря. Это первое. Второе. Здесь еще, знаете, барышня может ему всеми силами показывать и рассказывать, что она слабая, что ей нужна помощь, что ей нужна поддержка, что она без него не справится, что он ее опора, ее какой-нибудь кормилец, какая-нибудь ее надежда. Но вы понимаете, да, трансляция того, что она не сможет без него, грубо говоря. Хотя на самом деле это далеко не так. Далеко не так. Девушка сама знает, чего она хочет, точно знает, чего хочет. Да, есть какая-то некая зависимость, конечно, от мужчины, но не более. Это преувеличивается с ее стороны. Дальше, как она видит отношения с ним, то есть ее глазами. Выпала ее карта бланка, возлюбленная любовница, да, карта клевер и карта пруд, метла. Ну, здесь, конечно же, она понимает, что интим, близость с ним играет не
последнюю, на самом деле даже ведущую роль в отношениях. Этим, скорее всего, она его и держит, потому что здесь страсть, тут такие, страсть, она достаточно такая спонтанная, она приносит удовольствие и ей, и ему. И она понимает, что она своей красотой, своей привлекательностью, своими внешними данными, конечно, она его притягивает. Она для него как некий такой глоток свежего воздуха. Я имею в виду, что какая-то новизна вообще в жизни мужчины. И эти отношения, они, знаете, вот как бурно люди умеют ругаться, так же бурно здесь люди и мирятся. То есть такие очень страстные, очень такие яркие, где-то даже агрессивные, но все это перерастает и успокаивается именно в интиме, в близости, в сексе. Отношения с ней глазами мужчины. Карта маска, время и мосты. Ну, конечно, эти отношения, которые ему приходится скрывать. Отношения, в которых ему приходится держать себя в руках, что-то где-то не договаривать, что-то где-то лукавить, где-то он может промолчать, где-то он может не сказать. Ну, вот, достаточно такие сложноватые для него отношения, потому что ему приходится держать себя в руках во многих вещах, не позволять себе каких-то вещей, которые он мог бы позволить себе в отношениях открытых, да, где есть нет, точнее, боязни, что эти отношения выплывут или что любое слово, там, любой какой-то поступок может причинить боль. Что значит для мужчины отношения с соперницей, с любовницей, его глазами? Ну, отношения для него, конечно, такие, которые приходится скрывать, о которых приходится умалчивать. Даже в отношениях ему приходится лукавить, где-то носить маску, да, где-то не договаривать, где-то просто умалчивать. Но, судя по картам, судя по всему, он намерен продолжать отношения и с одной, и с другой женщиной. Да, для него это в некоторой степени риск, для него это в некоторой степени игра, но пока что так. Но смотрите, какой моментик здесь может быть, мои дорогие. Супруга вот здесь. Если она не знает, да, если и знает, то может наступить такой момент, когда она рискнет и скажет, что я так больше не могу, расстаемся. И она может быть инициатором расставания, либо подвести отношения с ним, чтобы к той черте невозврата, да, когда нужно будет расстаться. Но это может быть и со стороны супруги тоже в некоторой степени игра. У нас выпала карта кости. То есть мужчина вот тут может нарваться, грубо говоря, на неприятности со стороны жены. Я имею в виду, что она проявит характер, скажет, что все, расстаемся, и будет настаивать на том, чтобы такие отношения, да, треугольник, разорвать, что продолжать их уже нет смысла, и нет сил, и нет желания. Но по его картам, да, по карте супруга, здесь абсолютно четко видно, что он будет продолжать отношения и с одной женщиной, и с другой, и отношения с соперницей, с любовницей все равно он рассматривает сквозь призму того, что он женат, и у него есть официальная половинка, да, супруга, жена. Вот такой у нас вышел вариант номер 1. Я вам, дорогие мои, несмотря ни на что, желаю, конечно, любви, гармонии, процветания, благополучия. Будьте счастливы, будьте любимы, берегите, любите, балуйте, радуйте, цените себя, несмотря ни на что. С вами была Старта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. И перехожу к варианту номер 2. Итак, вариант номер 2. Смотрим вас. И уйдет ли он в загаданный срок от соперницы? Здесь выпала у нас карта Солнца. И я бы сказала, что да, загаданный вами срок это должно случиться. Как сейчас на данный момент складываются между ними отношения? Карта Дом, Аист и Башня. Вы знаете, в принципе, достаточно так вот спокойно, гармонично отношения складываются. Партнерские отношения, доверительные отношения, такие гибкие отношения, где каждый понимает, осознает
и знает, как лучше и как можно обращаться с партнером. Но карта дом и карта башня, да, они нам намекают на то, что отношения ограниченные, могут быть неким пространством, могут быть в принципе быть ограниченными, когда люди показывают друг другу только лишь то, что им удобно и им что они считают допустимым. Не то, что им важно, а именно то, что они считают допустимым показать. То есть они лукавят и что-то скрывают и четко показывают друг другу границы. То есть за границу допустимого перейти ни один, ни второй они не могут. Отношения такие достаточно уже устоявшиеся. Отношения такие уже, можно сказать, конечно, прочные. Ну, такие стабильные, даже прочные не то слово, скорее это стабильные отношения. Но эта стабильность заключается в том, что отношения не развиваются, отношения не растут. Отношения, как я уже сказала, да, они ограничены неким кругом или неким пространством, и все. Дальше движения нет. Некий такой застой. Как отношения с мужчиной видит соперница, да, вот девушка, как я назвала видео, любовница. Ну, она, в принципе, влюблена, она погружена в эти отношения, она готова ждать, когда же этот Гордиев узел разрубится, когда же он сделает некий выбор. Здесь и в то же время тут у нее такая погруженность вовнутрь, очень эмоциональная барышня, очень такая вот любит покопаться внутри, любит попереживать, любит как-то вот погруженность, такие вот тяжелые переживания, с одной стороны, но с другой стороны это эмоциональная и открытая, с одной стороны, с другой стороны барышня. Что-то с этими сторонами запуталась, прошу прощения. Барышня гибкая, барышня такая привлекательная, барышня такая статная, грациозная, немногословная. Она может долго молчать и там терпеть, и потом как выстрелить, грубо говоря, да, что-то как сказать и убить словом. И с ее стороны отношения, да, как я уже сказала, она влюблена и погружена в отношения и в мужчину. А вот отношения глазами мужчины, вот здесь как раз-таки мы видим неуверенность, тут тоже погруженность, но погруженность такая. Он сейчас на данный момент пытается разобраться, что же ему нужно, кто же ему нужен. И причем он это делает очень дотошно, очень внимательно, очень так вот скрупулезно. Не показывает на самом деле, конечно, что он чувствует, не показывает на самом деле своих эмоций, своих планов, которые он строит, да, лукавит. Но рассматривает и раздумывает, анализирует, взвешивает, где же ему лучше, где же ему комфортнее, он сейчас на данный момент прям вот конкретно. Да, он может открыть в отношениях, да, он опять же, да, допускает отношения на том уровне, на котором они и были, но не более. Но тут, скорее всего, просто разговоры, переговоры, легкое такое общение, приятная, ну, легкая такая болтовня, когда с человеком легко, когда с человеком вот, чувствуешь себя свободно, чувствуешь себя комфортно, но нет, знаете, вот такого притяжения, что ли. Вот со стороны мужчины вот тут уже видно, что у него кризис, и он уже думает, как бы от этого кризиса уйти. А вот со стороны барышни здесь этого не видно. Здесь она влюблена и погружена. И поэтому инициатором расставания, скорее всего, будет мужчина. Потому что здесь барышня, да, девушка, она готова ждать, а здесь мужчина уже на грани, и он думает и раздумывает, как же это все решить, потому что, ну, скорее всего, он пришел к выводу, что это не его, просто-напросто.
Вот такой у нас сложился вариант номер 2. Дорогие, я вам желаю всего самого наилучшего. Будьте здоровы, будьте желанны, будьте красивы. Пусть ваша жизнь будет чудесной, гармоничной, полной любви и взаимопонимания. Это была Астарта Сантия. Я с вами прощаюсь. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Переходим к троечкам. И троечки, дорогие, смотрим вас. И уйдет ли в загаданный срок мужчина от соперницы? К сожалению, тут нет. Тут идет заикаренность на этих отношениях. Тут, в общем-то, уже привычка. И пока что нет ни желания, ни возможности из этих отношений уходить. Как складываются сейчас между ними отношения? Карта горы, карта кости, карта солнца. Ну, достаточно такие стабильные, уже такие тяжеловесные отношения. Отношения легкие и в то же время достаточно комфортные, яркие отношения, такие теплые отношения, в которых есть, знаете, люди просто похожи, и у них есть взаимопонимание, они как бы, что ли, говорят на одном языке, или они смотрят на вещи абсолютно одинаково. Ну, в общем, похожие люди. И в то же время, да, карта горы нам намекает о неких препятствиях и о неких проблемах в отношениях. Но треугольники, они уже, да, проблемные отношения, кризисные некие отношения. Это уже непростые отношения. Вот карта горы нам на это и намекает. Но Костя нам говорит о том, что им в этих отношениях хорошо. И они как бы вдвоем пытаются в этих отношениях найти то, что им необходимо. И, скорее всего, находят. У нас еще и карта Солнца. Также эти отношения для них это как возможность, знаете, что-то новое начать, что-то новое в жизни приобрести, какой-то новый виток в жизни, что ли. Это как риск, но риск, он приятный, и рисковать они будут продолжать и дальше. Отношения с мужчиной глазами соперницы, любовницы. Но это достаточно такие яркие отношения, отношения наполненные, отношения такие, для нее это отношения с некой такой перспективой. И она даже, скорее всего, строит планы на эти отношения. Да, здесь есть некая ограниченность, да, потому что выпала карта книга, да, но, скорее всего, она просто пытается изучить все грани отношений, грани этого мужчины, потому что вот эта лиса, она строит планы, она что-то там, какие-то стратегии разрабатывает, да, она думает об этом именно с прагматичной стороны, потому что человек очень умный, человек очень продуманный, человек очень хитрый, у него острый такой ум, такой расчетливый, многоходовочки любит этот человек. И поэтому здесь, знаете, не только душой и сердцем человек эти отношения рассматривает, но еще и умом, головой. Какие-то строить планы на эти отношения. Но чтобы построить планы, да, нужно как бы погрузиться, понять отношения, понять, на какие точки можно давить, что можно делать, что нельзя делать с данным мужчиной, да. В общем, такой стратег, тактик, еще и манипулятор. Может быть вполне очень грамотный человек, очень грамотный, начитанный, с каким-то багажом уже знаний, умений и опыта. Есть ресурс и внутренний, и внешний, потому что внешне это тоже такая гибкая, очень привлекательная, яркая дама, которая притягивает даже своей внешностью, она такая бросается в глаза. То есть на нее, на эту даму всегда обращают внимание окружающие ее мужчины, да и вообще люди в принципе. Поэтому такая она уверенная в себе. Как смотрит на отношения мужчина, да, отношения с соперницей глазами мужчины. Для него это легкие отношения. Для него это отношения как ну, не могу сказать, что это некий такой результат, да, и то, что он искал. Но и такое вполне может быть. Все-таки у нас карта клевер, карта коса, кольцо и собака, но говорит о том, что его эти отношения устраивают.
Для него они как некая возможность, он многое получает в этих отношениях. Это возможность получить то, чего ему не доставало и не хватало. А здесь это, знаете, как некий подарок, что ли, он рассматривает это отношение, подарок судьбы, подарок мироздания, да, не знаю, как вы думаете. И возможность некого такого партнерства доверительного, легкого. Вот как-то он не видит человека, с которым ему очень и очень легко и комфортно. Человека, с которым он может идти в бой. Человеком, с которым ему очень легко. И тут даже, знаете, такое желание самого мужчины следовать за этой женщиной, быть рядом с ней, быть ей опорой, поддержкой, быть ей другом и соратником, давать ей какие-то блага материального характера, одаривать ее некими какими-то подарками и возможностями. В общем, для него, по крайней мере, на данный момент эти отношения, они ему нужны. Они ему нужны, и они ему очень многое дают. Да, и, как я уже и сказала, да, эта девушка, она очень наполнена. Она очень грамотная, она знает и умеет отношениями руководить и направлять их. Вот здесь мы это и видим, что мужчина, в принципе, он соглашается на такой формат отношений. Ему нравится, как она себя с ним ведет, ему нравится, куда она его направляет и подталкивает, и вдохновляет. То есть он такой вот, знаете, не хочется говорить, но здесь, вот знаете, когда мужчина теряет голову и потакает всем прихотям девушки, женщины. Вот здесь вот такое может вполне быть. У нас тут все-таки, да, собака, она с поводком, она приходит, она хочет играть, да, она хочет идти на прогулку. И вот к ней он привязан, и с ней он постоянно хочет быть рядом, хочет быть вместе, проводить время, досуг и так далее и тому подобное. В общем, вот такой у нас вышел вариант номер 3. Третий вариант у нас самый такой четкий. В третьем варианте соперница самая такая прагматичная, умная, расчетливая. В общем, достойный соперник. Вот так я бы сказала для вас, мои дорогие. В том смысле, что сильный соперник. Я вам желаю, что бы ни случалось в вашей жизни, чтобы вы всегда любили себя, ценили себя, уважали себя, баловали и радовали себя. Несмотря ни на какие жизненные обстоятельства, что бы в вашей жизни ни происходило, вы для себя самый главный человек. Всего вам самого хорошего. Это была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Искренне надеюсь, что мой канал помогает, поддерживает, оберегает вас, подсказывает вам что-то. И, как обычно, ставьте лайки, пожалуйста, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Прощаюсь, до встречи.